Мы с вами вместе уже 11 лет. За это время наша телекомпания выпустила в эфир сотни телепроектов, новостные программы, интервью с интересными людьми, прямые включения с массовых мероприятий, просветительские и развлекательные программы. Благодаря слаженной команде, состоящей из руководства, журналистов, операторов, инженеров, режиссеров монтажа и многих других, национальное телевидение в эфире каждый день, не зная ни выходных, ни праздников. 5 миллионов 700 минут эфиров, около 2 миллионов собственного контента. Вот столько мы произвели за последние 11 лет. Это огромная цифра с точки зрения телекомпании, поэтому для нас сегодня важная дата. Она не круглая, но тем не менее это очередная веха, когда мы подводим какие-то итоги и ставим планы на будущее, обсуждаем и думаем о том, как мы будем работать завтра, что мы будем делать лучше, качественнее для нашего зрителя, для жителей нашей республики. С момента выхода в эфир первой программы коллектив телеканала старается идти ногу со временем. Теперь нас смотрят не только по ТВ, но и на всех интернет-площадках, чтобы пользователи большой сети имели доступ к нашему контенту. На НТРК трудится редакция интернет-вещания. Раньше, если у нас был официальный сайт, там ТГ-канал, YouTube, ну и ВК так вели, то сейчас уже и Рутуб добавился, и уже на Дзене у нас площадка, то есть уже работа стала более интенсивней, проектов стало больше, из-за этого работы стало тоже больше. Особое внимание приковано к информационно-аналитическому отделу, который по праву считается ядром телекомпании. Здесь готовят такие программы, как МАГАЗ-24, Хомыш, итоги недели, хроника происшествий, евроблоки, стоп-фейк и многое другое. Муслим Ганиев посвятил журналистике 12 лет. Телезрители знают его по ежедневным новостным сюжетам. Сегодня у него новая миссия. Первый день в качестве шеф-редактора новостей. Мне хотелось, чтобы наши жители республики имели с нами связь. То есть, если где-то какая-то проблема возникает, если где-то какой-то ЧП или необходимость нашей помощи населению, мы готовы откликнуться. У нас есть официальная страница в Телеграме, да, куда люди могут скидывать свои видеоматериалы, и очень хотелось бы обратную связь. Новая студия. 2 недели работы, и вот изменения видны невооруженным глазом. Впечатляющая картинка, чисто новостное пространство, возможности, вдохновляющие на создание интересного и качественного контента. Последние эфирные минуты в старой студии. С этой студией у меня связаны самые-самые лучшие воспоминания. Конечно, было много чего, и эфиры были сложные, и гости к нам приходили. В общем, воспоминания самые лучшие, но мы идем в ногу со временем. Старой она стала называться буквально сразу, как только приступили к работе в новой. И теперь картинка, которую ингушские зрители видели на своих экранах около 10 лет, останется в архиве. Это не просто помещение с новыми декорациями, это новый технологический уровень производства новостей. Сегодня мы выстроили работу так, что практически круглосуточно дежурят ребята. Мы разделили на 2 основные дежурные бригады, которые будут работать неделя через неделю с раннего утра до поздней ночи и готовы реагировать на те вызовы, которые у нас сегодня перед нами, которые стоят. И на этих 42 квадратных метрах будут размещаться сразу 3 совершенно разные по настроению и подаче информации рубрики новостей. Динамичный проспорт, отточенная деловая экономика и шокирующая хроника происшествий. И вот та самая телевизионная магия и в этих кадрах. Месяцы кропотливой работы всего за несколько секунд. Считанные минуты остались до прямого включения. Режиссерская группа готова, и наш ведущий Хава тоже. Хава, расскажи, волнительно? Хава, это очень волнительно. Много лет в эфире, но сегодня волнуюсь как никогда. Новая студия, для нас это значимое событие, потому как в телеканале не было давно таких серьезных перемен. Здесь за камерой стоит огромная команда людей, которая трудилась над этой студией. Все выверено, все сделано для того, чтобы наш зритель остался доволен. За кадром, конечно, всегда интереснее. Где-то нужно убрать кабели, кто-то настраивает камеру, чтобы картинка была, так сказать, сочнее. Новости – это не только самая оперативная информация и красивый вид, но и титанический труд команды профессионалов, а это корреспонденты, редакторы, продюсеры, режиссеры, их ассистенты, операторы, видеоинженеры. В данный момент подключаем суфлер, чтобы ведущий мог читать. В принципе, налаживаем всю технику к прямому эфиру. Надеюсь, скоро будем готовы.
Во время эфира все самое интересное происходит и в аппаратной. Градус эмоций порой зашкаливает. Работаем ведь в прямом эфире. У редакторов, режиссеров, звукоинженеров теперь тоже новая аппаратная и самое современное оборудование. До эфира. 5, 4, 3, 2, 1, говори. Красивые ракурсы и плавные движения – тренды современного телевизионного вещания, к которым НТРК «Магаз» не просто следует, а теперь сама задает. Постарались ребята на славу, начиная от технического персонала, заканчивая творческим персоналом. Я думаю, и нашим телезрителям будет интереснее смотреть, да и сама концепция новостей чуть-чуть поменяется, будет более интересно. Главная редакция тематических программ также старается максимально разнообразить эфиры. Сейчас в телесетке 35 передач, больше половины новые и запущены в этом году. Канал ориентирован на то, чтобы увеличивать долю программ, которые вещают именно на ингушском языке. Довольно-таки проблематично запускать такие проекты, потому как не так много людей, которые владеют чистой, как необходимо, ингушским языком, но мы работаем над этим, привлекаем специалистов и увеличиваем такую долю контента. Не раз отмечал работу канала глава региона Махмуд Али Калиматов, подчеркивает, что наличие собственной региональной телерадиокомпании имеет огромное значение в деле духовного воспитания молодежи и всего общества. Вы есть интегрированный орган, который весь вектор нашей жизни освещает, анализирует, доводит до людей те или иные новости. Особенно актуальны прямые эфиры с участием чиновников и специалистов различных сфер, где зрители могут позвонить в студию и озвучить проблемы в своем городе, селе или же просто задать интересующий вопрос. Один из новых проектов такого формата – это программа «Правовая поддержка». Звонки поступают регулярно, жители активно участвуют в прямых эфирах. Это действительно очень радует, потому что, значит, им важно знать, значит, они хотят знать о своих правах, но и о обязанностях тоже. Горы Лайф – один из самых необычных проектов нашего канала. 2,5 часа в прямом эфире из горного района. Проект направлен на развитие внутреннего и внешнего туризма. В каждом выпуске меняются не только гости программы, но и локации. Основная наша позиция – это говорить о Джайраско-Асинском заповеднике, говорить о новых открытиях, о реставрации наших башен, которые сейчас идут в полном разгаре, сейчас все это движется. И мы стараемся, естественно, освещать вот такие именно события, связанные с горами в первую очередь, ну и такой развлекательный контент. Мы расширяем горизонты вещания. Ведущие новой программы «Я иностранец» готовы рассказать о путешествиях по самым красивым городам мира. Первый выпуск отснят в Стамбуле. Ассаламу алейкум. Приветствую всех зрителей программы «Я иностранец». Программу утреннего вещания, интеллектуальные битвы, духовно-нравственные и патриотические проекты, спортивные достижения наших земляков и политическая обстановка в стране. Телевизионщики стараются охватить все сферы жизни. Для того, чтобы в эфир вышел, к примеру, этот новостной сюжет, над ним помимо корреспондентов трудились еще редактор, сотрудники архивной службы, режиссер монтажа, ну и, конечно, оператор. Особое внимание стоит уделить в этот день и радио «Магаз». За последний год здесь изменилось многое. Новая сетка вещания, авторские программы, рубрики, развлекательные эфиры и хорошая музыка. Теперь ловить нашу волну можно в любой точке мира благодаря голосовым помощникам Алисе и Марусе. Телерадиокомпания «Магаз» – это сегодня не просто телевидение, наверное, уже медиахолдинг. Почему? Потому что телевидение и 2 радиостанции. Одна радиостанция, вы знаете, 88,8, и не так давно буквально мы запустили в тестовом режиме радио просветительское, религиозное вещание 88,4 онгушт. Нам 11, мы еще молоды и полны идей. Мы готовы вещать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Мы готовы говорить с вами на прямых эфирах, слушать критику своего зрителя, рассказывать ему обо всем, что происходит в регионе первыми. Впереди еще десятки новых проектов, которые мы готовим для вас. Сегодня, как никогда, важна именно работа нашего телевидения, корреспондентов на информационной передовой. Дело в том, что важная задача – это освещение той политики, тех дел, которые наша республика воплощает. Построено очень много объектов, делается очень много социальных проектов.
И именно донести эту информацию до населения – это задача нашего телевидения, наших корреспондентов, операторов и всех, кто работает здесь. Поэтому от всей души, от коллектива нашего Министерства по делам национальностей поздравляю вас с этим праздником, желаю успехов и новых достижений. В этот день отдельно хотел бы поздравить всех сотрудников телерадиокомпании «Магаз». Без исключения всех. Труд каждого из наших сотрудников очень важен, начиная от тех, кто организовывает в процесс телерадиокомпании, кончая тех, кто элементарно приводит в чистоту наши здания, те, кто развозит ребят ежедневно и по вечерам после эфиров домой. Без исключения, труд каждого сотрудника, он очень важен. Дорогие коллеги, ровно 11 лет назад в списке российских средств массовой информации появился новый телеканал. За это время вы прошли огромный и сложный профессиональный путь. Вы информируете, просвещаете, развлекаете зрителей, которые смотрят вас не только в самой Ингушетии, но и в Москве и во многих других уголках России. Вы лицо вашей республики. Я желаю вам новых творческих побед и свершений, а Ингушетии процветания. Ребят, я слишком хорошо помню этот день, чтобы просто взять вот так вот и поверить, что прошло 11 лет. Очень хорошо все помню. Шел дождик, была торжественная церемония, был Юнусбек Бамадгиреевич Евкуров. Вы все такие торжественные, хорошо одетые. Ну и мы, собственно говоря, приехали для того, чтобы разделить с вами этот праздник. Я очень хочу, чтобы у вас в дальнейшем сохранился вот этот драйв такой вот, и новостной, и телевизионный. Ведь сами обратите внимание, 11 лет прошло, а пролетело все как несколько секунд. А вот оно все так в нашей телевизионной жизни. Поэтому, ребят, всем здоровья, всем мирного неба над головой. Ну и, конечно, огромного удовольствия от своей работы. Я безумно люблю свою работу, и поэтому уверена, что люди, которые работают на НТК «Магаз», также ее ценят, любят и делают и вкладывают все, что они могут сделать для процветания нашего канала. Я все равно считаю его нашим каналом, несмотря на то, что я уже 20 лет работаю на Первом, и пытаюсь вам передать большой привет, пожелать вам процветания, пожелать вам развития, и пусть у вас все получится. Поздравляю всех коллег с Днем телевидения, желаю всегда работать с улыбкой и с большим энтузиазмом. Поздравляю всех, пусть у нас всегда будет интересный контент, интересные новости. Хава Гагиева, Зарема Евлоева, Мухаммад Тендиев, Мовлад Гири Ахильгов, Магаз 24.